Разрешите приветствовать вас на первом, в новом 2020 году заседании Совета, и при том расширенном заседании Совета. Из 13 членов Совета присутствуют 10 и наши члены Общественной палаты. Так что я полагаю, что мы можем открыть наше сегодняшнее заседание. У кого-то есть какие-то иные предложения? Нет. Открываем. Ну, мы сегодня вот собрались на разговор по очень важной теме, и все мы знаем, как и были свидетелями, когда президент Российской Федерации оглашал послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. И отрадно то, что вот ежегодно на оглашение послания президента приглашаются руководители Общественной палаты Российской Федерации, председатели комиссий, ну и, конечно же, председатели территориальных, то есть региональных общественных палат. И мы рады, что на этом оглашении принимал личное участие наш председатель Алексей Егорович Сергучев. Но, к сожалению, сегодня его не будет, потому что сейчас как раз вот писали, что порог по гриппам ОРВИ в городе Якутске повышается, и вот Алексей Егорович загрипповал. Так что просил вот провести сегодняшнее расширенное заседание мне, что я вот стараюсь сегодня выполнить. Если вот идти по тем, скажем, нашим поручениям от Общественной палаты Российской Федерации, то хочу сказать, что 22 января поступило письмо секретаря Общественной палаты Российской Федерации Лидии Юрьевны Михеевой в адрес члена Общественной палаты Вячеслава Петровича Алексеева и в адрес председателя Общественной палаты Алексея Егоровича Сергучева о необходимости организации общественных слушаний по посланию и по законодательной инициативе президента Российской Федерации по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. И вот сегодня мы рады тому, что к нам пришли вместе с нами обсудить этот важный вопрос. И хочу представить вам их, заместитель председателя Центризбиркома Власов Александр Васильевич. У него, по-моему, вчера был день рождения, да? Поздравляем его с днем рождения и самые наилучшие наши пожелания. Также с большой радостью мы приветствуем Юрия Николаевича Бацева, заместителя председателя Конституционного суда Республики Саха-Якутия. И также сегодня принимает участие в нашей работе депутат парламента и Тюмена нашей республики, представитель ООН-ФТ, с которым мы всегда вместе работаем, Валерий Алексеевич Лютый. Ну и, конечно же, мы рады то, что сегодня принимает в нашей работе молодежь наша. Это представитель молодежного правительства Никита Гоголев. Он здесь, да? Или еще не подошел? Должен подойти. И Анастасия Габинская. А от молодежного парламента тоже должен подойти Александр Аверенский. Вот где он? О, молодец, вот это очень хорошо. Ну и, конечно же, также присутствует на нашем заседании наш куратор, где она там, Виктория, от Департамента внутренней политики, который всегда с нами. Так, ну, в принципе, члены Общественной палаты Республики Саха-Якутия уже по оглашению послания президента начали принимать участие на различных, скажем, мероприятиях с высказыванием мнений. Так вот, 24 января текущего года члены Общественной палаты приняли участие в мероприятиях, проводимых по обсуждению поправок в Конституции Российской Федерации. Так, 15 января приняли участие в общественном просмотре и обсуждении послания президента Российской Федерации, вот, организованного Общероссийским народным фронтом, мы принимали участие. Затем 15 января Сергей Егорович Анисимов и Светлана Николаевна Давыдова приняли участие в телепередаче НБК «Саха» на якутском языке «Талбан». 22 января председатель Общественной палаты Алексей Егорович Сергучев принял участие в расширенном заседании Совета Государственного собрания Республики, посвященном рассмотрению законодательной инициативы президента Российской Федерации. Затем 24 января Вячеслав Петрович и
Сардана Боякова, члена Общественной палаты Республики, Вячеслав Петрович, член Общественной палаты и Российской Федерации, приняли участие в авторской программе «Точка зрения» на сайте Сахамедиа. И тут хочу сказать о том, что очень удачной ведущей вот этой передачи «Точка зрения» является бывший наш заместитель председателя палаты, ну и сегодня эксперт Общественной палаты Наталья Альбертовна Хоренко. Мы тоже радуемся, что воспитали, может быть, в какой-то степени вот такого очень грамотного человека. А затем 24 января член Общественной палаты Республики Саха-Якутия, доктор юридических наук Владимир Петрович, он сидит так, Данилов, принял участие в заседании Общественно-консультативного совета Северо-Восточного федерального университета. В целом, вот даже вот эта информация говорит, что члены Общественной палаты открыты и всегда готовы прийти на любую площадку, где вот обсуждаются, скажем, вопросы послания президента Российской Федерации. Ну а теперь вот, переходя к нашей работе, хочу обратиться к вам. Вот по повестке вы все видите, у нас сегодня 4 вопроса. Во-первых, обсуждение положений послания президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации. Второе, обсуждение законодательных инициатив по изменению, по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации, об утверждении плана работы Общественной палаты Республики Саха-Якутия на первое полугодие 2020 года. Ну и, конечно, 4-й вопрос – это разность. У кого-то есть какие-то замечания, предложения? Утвердить, да? Ну, тогда мы все единогласно утвердили и приступаем к нашей работе. По регламенту давайте договоримся, потому что мы все понимаем, у всех времени мало, но тем не менее основным выступающим предоставляется время до 10 минут, выступление в прениях до 5 минут, ну и, конечно же, очень бы хотелось бы, чтобы мы уложились и, конечно, говорили в основном конкретно, какие предложения, какие моменты обозначить в своих выступлениях. Ну, как бы говоря вступительное слово по посланию президента Российской Федерации, конечно, хотелось бы обратить ваше внимание, что послание президента в этом году, конечно, очень активно озвучены вопросы социальной политики. И для нас очень отрадно, что президент начал свое выступление, оглашение послание именно вопросов демографии. Для специалистов, для тех общественников, которые многие годы занимаются в сфере социальной политики, но конкретно по поддержке семей, детей и женщин, конечно, для нас это было очень важно. И надо сказать о том, что еще вот один момент, на который я вот хотела бы обратить ваше внимание, что Владимир Владимирович подчеркнул, что реализация национальных проектов требует прямого диалога с гражданами. И вы со мной согласитесь, что через все послание красной нитью именно шла эта тема, что все вопросы должны обсуждаться конкретными людьми, потому что им на местах, им на земле намного важнее, виднее, какие вот принимаемые решения, они действительно отражают те объективные проблемы и как влияют на решение этих проблем. И потому, конечно, мы с большой радостью, я уверена, члены Общественной палаты вот встретили вот этот посыл. И те вопросы, которые были затронуты в послании, конечно же, наша задача вот и сегодняшнего нашего обсуждения, последующем, чтобы мы уже проводили, и как вот нам Общественная палата Российской Федерации поставила перед нами задачу, чтобы мы проводили общественный контроль на местах. Ну, вкратце, не буду я говорить о том, что там сколько, какой размер и так далее, и так далее. Все вопросы вы знаете, вы все очень, скажем, вплотную знакомились с посланием. И по первому вопросу, по социальному блоку, я хочу предоставить слово председателю комиссии по социальной политике Лене Павловне Ефремовой. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, участники совета. Я хотела бы сейчас остановиться кратко, тезисно
на тех основных посылах, которые озвучивал наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И хочу подчеркнуть, на каждом мероприятии, которое проводит региональная общественная палата, мы подчеркиваем, что общественная палата является диалоговой площадкой между властью, обществом и бизнесом. Мы служим некой такой площадкой, на которой обсуждаются где-то проблемные вопросы, актуализируем те моменты, которые необходимо решить, может быть, мы определяем какие-то дефициты. И самое главное, наша основная задача не просто говорить об этих проблемах, а наметить векторы развития для того, чтобы эти проблемы были решены. Послание президента Владимира Путина 2020 года, оно является прорывным. В 2019 году Общественная палата Российской Федерации в лице секретаря тогда действующего Фадеева Валерия Александровича направили как бы такой призыв или положение, можно так сказать, называется это как бы прорывное обращение. То есть Россия должна сделать некий рывок в своем развитии. И Конституция Российской Федерации направлена на то, чтобы на самом деле самая главная ценность это человек и право человека на труд, на жизнь, вообще на образование и так далее, оно было в полной мере реализовано. И поэтому можно сказать, что вот это послание 2020 года, оно направлено и нацелено на улучшение благополучия, благосостояния человека. Конечно же, основное место доклада уделено вопросам демографии, улучшению тех коэффициента рождаемости до 2024 года. И кроме того, мы знаем, что на сегодняшний день есть определенная демографическая яма, поэтому я хочу сказать, что члены Общественной палаты Республики нашей в этом году приняли участие в зональных гражданских форумах у нас в республике, форумах гражданских, которые проходили на Дальнем Востоке, в нашей стране, где мы со своей стороны, как гражданские активисты, озвучивали те существующие проблемы, которые имеются в целом как в регионе, так и в стране. И отрадно слышать, что те вопросы, которые мы ставили, они услышаны общественностью, они услышаны представителями органов власти, и самое главное, они услышаны первым лицом нашей страны, это президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году члены Общественной палаты прошли обучение в университете Общественной палаты. У нас было 4 человека, где мы работали по подгруппам, и в том числе одна секция была полностью посвящена укреплению института семьи. И те вопросы, которые мы ставили по вопросам демографии, по улучшению вообще в целом материального благополучия семей, они нашли отражение в этом послании. То есть я хочу сказать, что оно действительно народное, оно не просто изначально написано только, и посыл был сделан от самого первого президента нашей страны, а оно исходило от тех чаяний, которые озвучивает народ. Конечно же, это и увеличение материнского капитала, по вопросу образования, по воспитательной части вопросов, то, что здесь предусмотрено вести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5000 рублей. Я считаю, это вообще на самом деле такое революционное решение в условиях современности, так как воспитательная работа в целом, она забыта в нашей стране. И Общественная палата Республики Саха-Якутия в ноябре провела форум «Женщины долины Туймада. Консолидация во имя детей», посвященный десятилетию детства Российской Федерации, году консолидации Республики Саха-Якутия. И мы считаем, что все-таки итогом этого форума стало принятие указа нашего главы Арсения Сергеевича Николаева «Мы – будущее России», где основной посыл все-таки направлен на воспитание гражданина, ответственность за свою судьбу, семьянина, и основное внимание уделено гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Конечно же, отдельный вопрос касается вопросов здравоохранения. Президент рассказал, что ожидаемая продолжительность жизни в России впервые превысила 73 года. И сообщил, что региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения будут запущены с 1 июля, и на их реализацию выделили 550 миллиардов рублей. Отдельно, конечно, хочется остановить о Конституции Российской Федерации. Президент предложил провести голосование граждан по всему пакету конституционных поправок. Об этом сегодня речь пойдет отдельно. На сегодняшний день та рабочая группа, которая была создана, уже поступило более 100 предложений и поправок в Конституцию Российской Федерации, в том числе касаемо вопросов семьи.
немножко хочу остановиться, где признано, что установление основ государственной и семейной политики в целях защиты традиционных семейностей, ценностей и брака как союза мужчины и женщины. И в этом направлении несколько пунктов уделяется отдельное внимание, где говорится о духовных, традиционных ценностях народа нашей Российской Федерации. И буквально недавно, на прошлой неделе, прошел круглый стол, и в конце декабря месяца очень было много писем направлено в Общественную палату нашей республики о принятии законов о семейно-бытовом насилии. Наверное, вы об этом слышали. Но позиция наша такова, что такой закон на сегодняшний день он все-таки подрывает традиционные семейные ценности, и он на сегодняшний день все-таки не должен быть принят в той версии, которая она существует. И вот буквально сегодня я была на коллегии Министерства труда и социального развития. Отрадно, я хочу на самом деле членам Общественной палаты сказать, отрадно слышать, что та работа, которая проводится Общественной палатой нашего региона, и те постановочные вопросы через общественное обсуждение, круглые столы, которые были озвучены касаемо демографической ситуации, касаемо социального сиротства, они озвучены и приняты в работу. Это говорит о том, что этот диалог между властью и обществом, он на самом деле имеется, и имеется конструктивная работа в этом направлении. Так, вкратце я хочу так остановиться, но единственное, я хочу отдельно сказать на общественном контроле. Конечно, в связи с тем, что основной приоритет является реализация национальных проектов, таких как демография, здравоохранение, образование и так далее, особое внимание, конечно, будет уделено общественному контролю со стороны, в том числе Общественной палаты Российской Федерации и региональных палат. Поэтому в приоритете деятельности, наверное, это будет наша основная задача осуществления контроля по реализации данных национальных проектов. Спасибо за внимание. Спасибо. По социальному блоку, конечно, очень много было сказано. Например, для меня очень важным было то, что вводится новая мера социальной поддержки семей, имеющих детей в возрасте, то есть до 3 лет раньше поддержка была, а от 3 до 7 лет это очень важный момент. Потому что действительно в этот период, как сам Владимир Владимирович говорил, матерям очень трудно, потому что дети, уже выходя скажем, в мир, они везде, скажем, не могут постоянно позволить матери работать, потому что и больничные и так далее. И вот то, что он сказал о том, что вводится вот эта новая мера, я думаю, что эту меру с большим воодушевлением встретили многие многодетные семьи. Но тут, например, меня волнует то, что по каким критериям будут. Например, вот скажем, мать прошлый год она работала. Раньше вот на другие социальные, скажем, меры органы социальной защиты требовали информацию о доходах за прошедший год. Но женщина работала там 10 месяцев, потом, скажем, с ноября она уже безработная. И тогда как быть? За 10 месяцев она получила, скажем, получала заработную плату, ну и там по прожиточному минимуму, если посмотреть, то вроде не подходит. А на данный момент она, скажем, безработная вообще без источника дохода. Я этот вопрос задавала Министерству труда и социального развития, но они сказали, пока нам с Москвы никаких, скажем, документов не направили, и потому пока не знаю. Я ей говорю, вы тогда высказываете свои мнения и предложения. Вот это одно. Второе, обеспечение ясельными местами. Это тоже касается именно тех матерей, которые по уходу сидят до 3 лет, потом опять же, и это тоже очень важный вопрос. И самое главное, то, что введение бесплатного питания для детей начальных классов. Это тоже по социальным вопросам тоже очень важный момент. Если, скажем, раньше дети разделялись, там кто-то из обеспеченной семьи, кто-то, скажем, малообеспеченный, а теперь все равны и будут, скажем, обеспечены бесплатным питанием. Ну и, конечно же, вопросы социальных контрактов, это тоже очень важный вопрос для тех семей, чьи, скажем, глава, там, жена, безработные и так далее. И сегодня как раз Елена Павловна сказала на отчете министра труда и социального развития
Елена Александровна, вот по социальным контрактам, конечно, тоже была информация о том, в нашей республике эта работа проводится достаточно, ну, скажем, активно, да. И мы очень надеемся, но я считаю, что с нашей стороны, вот по вопросам социальных контрактов, наверное, вот наша задача, наша ответственность проводить разъяснительную работу среди населения, чтобы они воспользовались этими услугами. Так, ну и вопрос обеспечения жильем людей с низким достатком, который вот тоже затронул в послании президент Российской Федерации. Это самый больной вопрос, и, конечно же, действительно задача поставлена, и мы будем надеяться на то, что в дальнейшем будет больше внимания уделено этому вопросу, ну и, конечно, будем надеяться, что эта работа продолжится. Но потом еще в ходе обсуждения еще выскажу свое мнение, а теперь по этому вопросу Альбина Микентьевна, по-моему, хотела, да? По социальному блоку. Угу. Пожалуйста. Добрый день. Значит, я хотела бы, вообще-то планировала отметить как раз механизм реализации и как люди, занимавшиеся этим вопросом, озвучена очень хорошая идея, мысль, а как будет реализована, вот это самая главная задача. Поэтому вот то, что Валентина Ивановна сказала, какие пределы, лимиты, то есть величина прожиточного минимума, величина, значит, среднедушевой доход семьи и так далее, будет очень важным в решении этих вопросов. Поэтому мы, значит, вот общественные организации, депутаты должны сейчас очень внимательно подойти к расчету этих пределов лимитных, тогда с учетом того, что средства на самом деле придут с федерации, с федерального бюджета. И наша задача сейчас очень скрупулезно проработать вот над вопросами прожиточного минимума, почему мы принимаем в расчетах среднедушевой, значит, прожиточный минимум семьи, тогда как определяем для трудоспособного человека, для пенсионера, для ребенка, а потом берем самый низший показатель среднедушевой прожиточный минимум семьи. Кроме работоспособного, значит, пенсионера и ребенка, кто еще есть? Вот над этими механизмами, они очень, как говорится, ну, скажем, не просто доступны каждому, хотя одним определением можно вот так четко сказать, а что внутри себя таят, чтобы получить вот эти вожделенные, довольно существенные деньги, об этом как раз сейчас должна пойти речь, и мы сейчас с министерствами, значит, с депутатами должны продумать, а не ждать, что же нам сверху спустят, а подавать идею заранее с тем, чтобы туда попасть. Значит, по вопросу демографии, мне кажется, еще остается недосказанным вопрос пенсионирования многодетных матерей. Этот вопрос, то, что было, значит, действующих, значит, в законах, он еще не достаточно отражает условия проживания, условия воспитания в наших суровых климатических условиях. Предположим, женщины, имеющие одного ребенка, что в России, что в республике, значит, выходят ну, в одном возрастном пределе, то если они имеют 50 лет, то есть когда у них меньше детей, вроде бы есть какие-то преимущества у северян. А когда 5 и более детей, что в России, что в республике, они выходят
в один возрастной ценз все, значит, будь на юге, будь на севере, выходят они 50 лет. Поэтому нам хотелось бы вот, следующим этапом прорабатывать еще и этот вопрос о поручениях. Ну, что касается еще поручений, очень хорошо сказано, что обратить внимание на ремонт ФАПов, фельдшерско-акушерских пунктов, на ремонт детских, значит, школ искусства, кроме вот этих социальной поддержки семьи. Вот нам, общественникам, ну, не говоря о дорогах, о ремонте дорог, да, вот нам, общественникам, в этом направлении надо бы тоже обратить внимание и указать, дополнить вот наше постановление. Ну, по постановлению, по этой части я чуть попозже скажу, да. Пожалуй, вот на этом остановлюсь. О размерах, об этих, это почти все знают, поэтому мы пока не будем. Самое главное, чтобы побольше денег получить из федерального бюджета, чтобы побольше, значит, помочь массово охватить наши семьи, нам надо вот как раз сейчас продумать над механизмом реализации. Спасибо. Ну, по вопросам ремонта ФАПов и строительства и ясельным местам президент поручил Общероссийскому народному фронту, да, проводить общественный контроль. И в этих направлениях, конечно, мы с вами... Добрый день, уважаемые коллеги. Я не буду, в принципе, уже все обобщено сказано, всем, но очень, ну, я как бы вот как представитель системы образования рада всем тем изменениям, которые у нас ждут, потому что и в общественной палате мы обсуждали вопрос, в частности, вот классного руководства. Буквально в октябре, по-моему, мы встречались с профсоюзами, с большим пакетом документов по классному руководству, по той мизерной доплате, потому что ну, многие сегодня говорят, может быть, 5000 это не та сумма, которую заслуживает классный руководитель, но если учесть, что на сегодняшний день по положению об оплате труда в городе Якутске доплата за классное руководство всего-навсего у начальных классов 950 рублей, а у старших классов там 1100, то, конечно, вот при сохранении, да, самое главное, что сохраняются и предыдущие выплаты местные, региональные, и будут федеральные деньги. Однозначно, конечно, у нас вот было много круглых столов в течение практически всего 2020 года. Члены общественной палаты обсуждали на всех, 19 года, ну, продолжим, наверное, на всех площадках обсуждали проблему школьного питания. Есть утвержденное, предложенное хорошее сбалансированное меню на основе продуктов вот, местного производителя, но все упиралось всегда в средства, потому что, вот, например, в городе Якутске на сегодня компенсация родителям начальных классов за питание 8 рублей 64 копейки. Федеральные деньги будут. Да, но будут федеральные какие, то есть ну, мы рады, что под эти деньги, допустим, если они будут у нас, да, ну, есть и наши вот как бы усилия не пропали даром, потому что когда придут, вот как только что механизмы говорили, если будут соответствующие деньги, под них есть уже готовое меню, есть предложения, согласованные с Роспотребнадзором, которые можно будет реализовать, чтобы наши дети на севере полноценно питались. Ну, вот по основным направлениям. Надо уже в расчет заложить, куда-то подвинуть надо вот это. Ну, наверное, как мы будем действовать, в частности, вот, потому что последний круглый стол, который был по питанию, там как раз было, ну, как не предложение, рекомендация городской администрации провести расчеты, сколько будет стоить вот такое питание. Не ошибаюсь, что, по-моему, 198 рублей, что ли, чем-то за это стоимость. Ну, что-то такое выходило. Сейчас вот 8,64 компенсация, 54 рубля в городе Якутске, это льготные категории питаются. Ну, суммы, сами представляете.
Вот, да. Сейчас вот я однозначно за, потому что когда вот у одного стоит на 8,64 стаканчик чая с печеньем, а у другого там на 54 тарелка с супом, конечно, это Конечно. очень неправильно. Поэтому, Ольга Юрьевна, да, можно вопрос? да. Вот на сегодня, если будет переход на всеобщее питание детей, горячее питание с 1 по 4 класс, лично ваша школа, именно вот это помещение, Мы кухня готовы, мы готова? питаем, мы готовы, но проблемы по школьным столовым в городе есть. И они тоже, вот у нас был круглый стол совместно с окружной администрацией города Якутска, они тоже там поднимались. Поэтому я думаю, сейчас вот наша задача, как общественной палаты, подключиться вот тоже к изучению этого вопроса и посмотреть, да. Но поскольку все равно сегодня все дети питаются у нас, вот, ну, начальные классы школы города однозначно смогут питать, ну, я думаю, и районы республики тоже. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос, когда питание будет как аутсорсинг, да? Но питание вообще... Или каждая школа сама будет себе Нет, готовить? Или питание... это будет Питание в школах города Якутска, я говорю за город Якутск, за всю республику не могу говорить, это практически все школы на аутсорсинге, 5 школ, которых столовая, ну, работники столовой являются работниками организаций. Остальные школы на аутсорсинге, несколько крупных у нас, ну, как говорят сейчас, игроков, то есть крупные лоты, несколько школ, несколько крупных организаций, которые питают школы города Якутска. Еще Айсен Сергеевич, когда, будучи главой города Якутска, поднимал вопрос, и пока рассматривается этот вопрос, тоже поднимается о создании единого такого вот комбината питания школьников, который бы организовывал вот питание для всех школ города, чтобы были везде, ну как, квалифицированные повара, которые знают, как готовить питание именно для школьников. Ну, в основном сейчас у нас вот, ну, многие организации работают много лет на рынке вот, питания школьников, но определенные проблемы имеются. Ну, все, спасибо. Да, спасибо. Тоже есть такие примеры, Иван где Яковлевич, распространяются. у вас есть что-нибудь по здравоохранению? А везде в основном... Иван Яковлевич. Здравоохранение У вас согласно есть со что-нибудь? всем.